Вот в Таджикистане я таджичка, в Татарстане, в Москве я татарка. Насчет будущего татар. Девушки сейчас боятся мужчин, и это такая большая проблема. Но интересно то, что многие татары обычно поступают в медицинские университеты. Так, друзья, всем привет! Меня зовут Мухаммадинов Тахир, я лидер движения «Штаб татарской молодежи». Мы под конец лета решили провести самые интересные встречи с очень интересными людьми. Сегодня мы общаемся и знакомимся с Саидой. Саида у нас снимается в сериалах. Она переехала из Набережных Челнов в Москву. И сегодня она нам расскажет о себе. Саида, привет! Привет, привет еще раз. Ну, что я могу рассказать? Я, так скажем, актриса. Вот. Закончила театральное образование, участвую в разных конкурсах, выступаю. Вот, занимаю призовые места, лауреаты в международных конкурсах, республиканских, городских, короче, везде, где можно. Являюсь второй принцессой Набережных Челнов 2014 года и мисс Красавицы 2015 года именно Татарстана. Вот. Участвую во всяких мероприятиях по всяким татарским движам. Была волонтером Urban Tatar. Вот мы организовывали мероприятия, все было очень круто. И получается, после переезда в Москву решила узнать о том, есть ли здесь точно такие же мероприятия, потому что ты скучаешь всегда по сцене, скучаешь всегда по таким движам, организациям. Вот. И решила найти вас. В общем, попали. Да, Саида подписана на штаб татарской молодежи. Очень давно хотела поучаствовать в наших передачах «Самовар», о котором вы знаете все. Наверное, у тебя возник вопрос, что у нас вообще татарского есть в Москве, да, когда ты начала здесь жить? Скорее всего, да. Когда я только посмотрела в рекомендациях ваш пост, мне стало интересно, какие именно мероприятия вы проводите и действительно интересны ли они. Вот. Решила посмотреть. Самое первое мероприятие, которое я посетила у вас, это был фильм, то есть гастролировал фильм. Татарский фильм на татарском языке. Мы решили посмотреть. Вот, вместе с мамой. Впрочем, нам очень сильно понравилось, то есть гостеприимство, все на свете, это обстановочка, чаепитие, это прям обязательно. Вот, татарский чай с молоком. Да уж, ты, получается, была в доме Садулаева, да. Тебе там очень понравилось, но Безумно. ты еще не была в штабе татар. В самом штабе нет еще. Насчет будущего татар, думаю о том, что если сейчас именно наша молодежь также продолжит круто продвигать татарский язык, татарскую культуру и татарский народ, так скажем, то, скорее всего, не будет такого, что с ними что-то случится и так далее и тому подобное, потому что мне не понравилась такая история, связанная с татарами, насчет того, что хотели отменить татарский язык в школах. И я думаю, никогда не помешает ребенку изучать другой язык. Почему-то немецкий нам можно изучать, а татарский нет. Мне кажется, это глупо так считать. Расскажи о опыте в съемках в сериале. В сериале. Так, получается, сам сериал снимался в Казани. То есть называется киностудия Unigold. Как раз для ребят, для подростков, для детей, которые уже с детства мечтают сняться в фильме, в сериале. То есть после чего тебя показывают по телеканалам, именно тот фрагмент, в котором ты снялся. То есть это сериал с разными сериями, именно эту серию показывают. Сначала я ездила из Набережных Челнов в Казань на репетиции. То есть мы смотрели сценарии, пробовали себя в разных ролях, какая именно подходит. И вот уже наступил сам момент съемки. Это было очень интересно, потому что я ни разу не снималась. Это был мой первый раз, первый опыт. И еще и образ такой попался, дочери Люцифера. Пришлось такой быть немного стервой. Вот. У тебя легко это получалось? Наверное, да, но было немного тяжело, потому что было несколько дублей. То есть все равно войти в саму роль — это
ну, долго, особенно для ребенка, так скажем. Если ты это делаешь постоянно, то ты уже на профессиональном уровне входишь в роль и выходишь из нее. Но когда ты все еще ребенок, тебе там 12-13 лет, то это немного сложнее. Вот, из-за этого было трудно, тяжело, но это того стоило. Это очень крутой опыт в жизни. По-другому, чем выступать на сцене, потому что ты вышел на сцену, рассказал, отстрелялся и ушел. Как поменяла тебя Москва за эти 2 года? Мне многие сказали о том, что я повзрослела, и самый такой смешной момент был то, что у меня стал московский, ну, типа, я начала разговаривать на московском акценте. Вот, это, наверное, самое смешное, что я слушала. А так, когда я была в Москве, единственное, что я для себя поняла, о том, что я не могу жить без сцены, я не могу жить без отдачи людей, я не могу жить без всякого такого движа. Вот. Поэтому, скорее всего, в этом году я буду к вам прям часто приходить, что-либо делать. Потому что, если что, я еще и ведущий. Ты ведущая? Да. Слушай, как раз я хотел сказать, что у тебя какая-то такая энергия, ну, ты не стесняешься на камеру говорить. Нет, ни за что. Просто здесь, ну, обычно, как правило, я снимаю с кем-нибудь интервью, люди немного закрываются. Здесь же все, здесь ходят люди, они смотрят. А ты вообще, тебе комфортно? Ты как... Мне, наоборот, так комфортнее, чем оставаться абсолютно одной в одиночестве. Потому что, ну, ты когда выходишь на сцену, тебя ведь тоже смотрят миллион зрителей, и все внимание абсолютно на себе. Да, Саида, сколько тебе лет? Мне 16. Тебе 16? Мне 16. У тебя когда день рождения? 2 сентября, вот, через 4 дня. Через 4 дня. Тебе будет 17 лет. Мне будет 17 лет. Угу. И чем татарочка занимает свободное время, когда она живет в Москве? 16 лет. 16 лет? Да. Учится. Учится. Думаю, учится, да. Потому что все-таки медицинский и так далее. Ну а так я гуляю. Почему? Общаюсь с друзьями. Учу, кстати, друзей татарскому языку, многим фразочкам, потому что всегда я разговариваю, получается, с мамой на татарском языке, и они такие: Саида? Что это? Как? Я такая: ну, слушайте, ребят, салям – это привет. Энеем – это мама, этеем, ну, типа, моя мама, этеем – это мой папа. Вот, но я их учу всяким фразочкам, интересным словам, каким-то смешным словам. И уже моя лучшая подруга, которая осталась, к сожалению, в Набережных Челнах сейчас, она знает абсолютно все смешные фразы, которым я ее научила. И это иногда так прикольно получается. Мы с ней сами разговариваем на татарском языке и, так скажем, продвигая татарский язык. Отлично. Саида, расскажи о своей семье. Что я могу рассказать? Ну, получается, у меня мама татарочка. Вот, сама она приехала из деревни в Набережные Челны и вот сейчас живет со мной в Москве. То есть для нее это прям вообще... Она говорила о том, что для нее Москва это была как Америка, наверное. И то есть переехать сюда — это сделать огромный шаг. И я действительно рада и благодарна маме за то, что она согласилась, она поддержала меня, так скажем, в моей идее, в моей цели того, чтобы переехать в Москву. Но сейчас она совершенно не жалеет. Она вот как раз и была моим продюсером, наверное, человек, который меня продвинул, человек, который искал меня и туда, и сюда, и это. А отец у меня был спонсором. А расскажи про папу. Папа у меня, получается, таджик. Чистокровный. Вот, чистокровный. Я наполовину восточная девочка. Вот. Но он всегда поддерживал меня и маму. То есть во всех наших начинаниях надо куда-то отвезти, привезти, конечно, обязательно. Поддержать, сходить на мое выступление. И всегда называл меня принцессой. Поэтому, скорее всего, когда я выиграла этот титул «Вторая принцесса», я такая: пап, это было ради тебя, эта победа была ради тебя. А как у тебя было с самоопределением? Обычно же принято считать, что ребенок является той национальностью По отцу, скорее всего, да, по отцовской линии. А вот у тебя, получается, мама татарка чистокровная, Да. папа таджик. Как у тебя было с самоопределением?
Ну, изначально я ведь родилась в Набережных Челнах, в Татарстане. Получается, я сразу уже родилась среди татар. Вот, ходила в детский сад, центр, скорее всего, даже, где были тоже татары, то есть воспитательницы татар, все на свете. Дети говорят на татарском языке. Ну и так пошло-поехало о том, что родители, скорее всего, и сами решили, это их решением было, то, что вот я, скорее всего, больше татарка. Да и я вообще сама разговаривала чисто на татарском языке, знала все татарские традиции. И, получается, все родственники отца, они были в Таджикистане. Я была знакома только с родственниками мамы. И вот так вот пошло-поехало, и как бы я считала себя прям татаркой. То есть сейчас у нас в октябре будет перепись населения, ты татарочкой себя будешь записывать? Да, буду татарочкой. Ну, хорошо это, хорошо. Хорошо это или плохо? Пишите в комментарии. Ну почему? Я не говорю то, что я там унижаю таджикский народ там, и так далее и тому подобное. Говорю о том, что я не таджичка. Знаешь, всегда как удобно. Вот в Таджикистане я таджичка. В Татарстане, в Москве я татарка. Здравствуйте. Это, слушай, это очень удобно. Такая вот двойственная монетка. А ты разговариваешь на татарском языке? Я разговариваю на татарском, да. Таджикский я не знаю. А у тебя по традициям 18 лет уже... По таджикским традициям 18 лет я уже должна выходить замуж. Вот, то есть не должна учиться так-то в универе. То есть я прям должна создавать семью, уют, родить детей. Не одного, а несколько даже. Вот, и нет такого, как карьера и так далее и тому подобное. Но из-за того, что я выросла в современном мире, так скажем, вот. Более светском. Да, я выбрала, скорее всего, больше карьеру. Я карьеристка, чем семья и так далее и тому подобное. Скорее, семья у меня больше на втором плане будет, чем карьера. Это я тоже для себя решила. А у тебя будет на первом плане карьера, а потом семья? Когда я уже встану на ноги, когда я уже пойму то, что я смогу обеспечивать своего ребенка, в том числе и сама, вот, то да. Отлично. А вот такой вопрос. Ты все-таки в перспективе, у тебя будет в будущем муж. А кем он должен быть у тебя? Ну, какой национальностью? Слушай, наверное, татарином, потому что спокойствие мамы на первом месте. То есть мама переживает? Ну, мама мне говорит о том, чтобы доченька, ну, давай, татаров. Татарлар керек, по ее словам, вот. Но думаю, все-таки, даже если будет другой национальности, родители, наверное, примут мой выбор, они всегда меня поддерживали. И смотря что выйдет, да. Как получится, мы ведь не знаем, кто предназначен нам судьбой. Но интересно то, что многие татары обычно поступают в медицинские университеты. Интересно, почему? Наверное, скорее всего, потому что татары любят помогать. Это положительная сторона. Или отрицательная, о которой я думаю. Нам, татарам, лишь бы даром, нам лишь бы заработать больше денег, лишь бы открыть что-то. Вот. Поэтому думаю, то, что, скорее всего, нам, татарам, лишь бы даром, этот вариант больше подойдет. У нас как раз была передача такая интересная «Самовар» с неудобными вопросами татарочки. Ты смотрела такую передачу? Да. И один из вопросов у нас был самый такой интересный, популярный. Я могу тебе его задать? Давай. Это богатый русский или нищий татарин? Смотри, всегда ведь мы стоим на выборе между богатым парнем и нищим парнем, ведь так? Верно. Ну, я девушка, я знаю. В общем, девушки иногда стоят перед таким выбором. И ты должна немного познакомиться с самим человеком и характером человека. Потому что бывают нищие, перспективные парни. И они еще и добрые, помогут, поддержат. А бывают богатые, которые, ну, окей, у него есть там, не знаю, Кадиллак, квартира в центре Москвы, и он такой весь из себя, но на самом деле он является токсичным человеком, который тебе все на свете запрещает, который тебе не дает знакомиться с новыми людьми, не дает самовыражаться тебе самой. Зачем тебе тогда он нужен? Ведь жизнь одна. Жить только ради денег, но жить в золотой клетке? Ради чего? Для чего? То есть
это ведь еще и твоя жизнь, твоя дорога, ты не должна служить мужчине. А есть нищий татарин. Хорошо, во-первых, он татарин, у него есть свое преимущество, но ты будешь жить в любви, и почему вы решили о том, что его нельзя как-то повысить? Он может найти хорошую работу, он может стать перспективным. Ведь многие начинали с каких-то низов, многие начинали прям снизу. Я очень удивлен, на самом деле, твоими рассуждениями. Действительно, я согласен с тобой. Ты прямо в точку расписала все, и даже не к чему придраться. Спасибо. Напишите вы в комментарии, чем вас удивила Саида Юлдашева. Неудобные вопросы Хорошо, давай. или непонятные вопросы. То есть я тебе буду задавать вопросы различные, и хотелось бы от тебя получить ответ. Давай. Тоже разные, можно необычные. С кем бы ты не хотела застрять в лифте? С мужчиной. К сожалению, в нашем мире сейчас, в 21 веке, девушке не особо хочется с мужчинами как-то застревать в лифте. Это страшно. Девушки сейчас боятся мужчин, и это такая большая проблема. Ты боишься мужчин? У меня есть такой страх, да. Потому что все равно, когда ты проходишь, начинается «Эупс, красавица! Не хочешь прокатиться?» Ну, это страшно. У тебя такое часто бывает? Часто. Поэтому обычно я не особо люблю гулять одна, я гуляю с кем-то. Такая прям проблема и для красивых татарочек, да и вообще для девушек. Это является проблемой. Татарлар. Әйдәгез бөтенебез килербез. Штаб татарлар янына. Біз бит татарлар, біз мощь и сила. Большое тебе спасибо, Саида, что встретилась. Спасибо. Что снялась в этом видео со мной. Подписывайтесь на инстаграм Саиды, он будет здесь. Вообще буду рада. Всем пока, друзья. Пока-пока. Саул.